Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас на песке. Мои милые зрители, гости канала, подписчики, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня посмотрим такую тему. Что мужчина задумал на ваш счет? Что ждать от него в ближайшие дни, в ближайшем будущем? Вы можете сами для себя определиться на дни, либо на период времени. Я буду смотреть на 2 недельки. Загадывайте, пожалуйста, на любимого человека, либо на того, кто вам интересен. Представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, что ты задумал на мой счет? Что мне ждать от тебя? И загадывайте свой период. Я смотрю на 2 недели. Надеюсь, вы настроились, определились. Я выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашего мужчину, на его мысли, на его задумки. Угу. Ну, откровенный мужчина пришел, это радует. Честный. Честный, очень-очень честный. Ну что, давайте по порядку. Сразу хочу сказать, что мужчина, вот он вышел, и в руках у него, смотрите, какая огромная коса. Но коса эта у него над головой, да, он ее держит над своей головой. Не в направлении вас, не в направлении кого-то другого, а именно держит над своей головой. То есть человек решил меняться. Меняться сам и что-то менять в своей жизни. Наконец-таки, либо вопреки чему бы то ни было, да, пришло осознание, что я был неправ, что поступал неправильно, что действовал неправильно. То, что происходит в моей жизни, в моих отношениях, это целиком и полностью моя вина, либо мое безответственное поведение. То есть человек подумал на досуге, все осознал. Все осознал, решил работать над собой, именно над собой в данном случае, да, потому что коса-то над его головой, да, решил разобраться со своими какими-то страхами. Вот у него здесь вот такой чертенок, да, чертенок, который постоянно его, извините, хвостом, да, бьет по лицу причем, да. Вот он решил побороться с этой страстью, либо с этой какой-то привязанностью, либо с этим каким-то негативом, да, каким-то, может быть, навязчивым мнением, неправильным. Но тут какая-то именно какой-то его грех, какая-то его слабость, какая-то его привычка. С этим он решил побороться, избавиться, да, избавиться от этого страха. Чего в основном касаются эти страхи? Честно, касаются вас, но не как женщины, а как человека. Ему, с одной стороны, очень приятно, что вы и умница, и красавица, что на вас можно положиться, что вы, такой командир в юбке, можно так сказать. Может быть, вы громкий командир, может быть, вы тихий командир, может, вы даже за собой не замечаете. Но все, что вы говорите, все, что вы делаете, оно рационально. Всегда есть рациональное зерно. Вы априори правы. Вы в жизни опираетесь на интуицию, на аналитику и на свой крепкий здравый ум. Вот эти 3 столба помогают вам идти по жизни еще и тащить за собой других людей. Он вам завидует, я вам честно говорю, и он это показывает. Завидует, но и восхищается, и завидует, и восхищается. Хотел бы быть как вы, хотел бы быть на голову выше, чем вы. Вот эта зависть, вот это желание, а вот я ей докажу, а вот я ей покажу, не позволяло вам сближаться, созидать, создавать, в друг друге растворяться. Это не позволяло. Вы, может, думаете, что там проблемы в других людях, там, в разлучницах, соперниках, в работе, в делах, там, может быть, даже в семье. Нет. Эта проблема в основном, заноза, была у него в голове. и не позволяла вам сближаться. Это он. Он это все понял. Он и раньше это понимал, но он как-то, знаете,
он сопротивлялся, да, вот эго не позволяло ему. А теперь все, осознал, теперь понял, теперь знает. Знаете, что он решил? Он решил так, что мне в жизни повезло. Я сорвал джекпот, большой куш, да. Моя женщина – это самая большая ценность в моей жизни. Поэтому я не имею никакого права ее потерять, лишиться, да, лишить себя, свою жизнь такого счастья. Вот что он подумал. Ну и правильно подумал, молодец. Действовать, действовать, действовать надо. В действиях, что будет в действиях? Ну, он будет очень осторожен, крайне будет осторожен. Вы увидите нового его новое лицо, его новое поведение. Я вижу, что вы будете напрягаться. Вы будете, может быть, как-то даже отстраняться от этого нового человека. Что не понравится? Не понравится, что он будет крайне сдержан, что будет какая-то натянутая улыбка, что там, где бы раньше он там вспылил, накричал бы, там каким-то крепким словцом бы высказался, будет улыбаться и молчать, или говорить, как скажешь, как хочешь, либо «а как ты хочешь?», да, такие будут идти вопросы. По поводу, вот знаете, вот он как будто бы из такого, ну, либо нерешительного, либо наоборот слишком свободных взглядов мужчины превратится в заботливого джентльмена, да, вот прям так вот пойдет. Будет прям ходить, там дверки открывать, ухаживать за вами, и у вас прям, знаете, мурашки пойдут, а что происходит? Вот вы будете на него смотреть и думать, ну, вроде как бы лицо его, глаза его, тело его, а что это за мужчина, да? Кто этот мужчина передо мной? Что-то не сходится. В общем, я не знаю, понравится вам или не понравится его новое лицо. По крайней мере, у вас адаптация какая-то долгая будет. Вы уже к нему привыкли, вы уже где-то мимо ушей пропускали его какие-то, может быть, ну, бахвальства, либо какие-то острые словечки. А тут, да, что-то новенькое происходит. И здесь уже нужно как-то по-другому реагировать. Так, чего ждать? Ну, ждите внимания, повышенного внимания, желание выслужиться перед вами, желание быть лучше, чем он есть, показывать, вернее, себя так, желание вам, может быть, где-то навязчиво помогать, то есть, да, то есть он потом, я ж мужик, я ж должен ей помочь, там, не знаю, чем там должен помочь, постирать, там, убраться, да, и он будет это делать, например, плохо, потому что не умеет, но при этом вот он будет собой гордиться, как же я же твоей женщине помогаю. А вы вот реально попадете в такую ситуацию, что вы давно этого хотели, вы давно этого ждали, но вы не знали, что это будет так бестолково. То есть вы от него еще будете отбиваться, от его помощи, от его какого-то навязчивого внимания в вашу сторону. Девочки, которые в треугольниках. Тут вплоть до того, что мужчина соберет свои трусишки и к вам придет и скажет, что все, милая, теперь я ваш навеки. Вы, конечно, ждали, вы, конечно, хотели, но то, каким он окажется в быту, ну реально напряжет. Вот я скрывать не буду. Я вижу, что вы будете немножко озабочены и озадачены вот этим его поведением, да, либо вот этой новой гранью, да, его лица, да, вот что-то вот, ну, беспокойство будет. Беспокойство, и вы так скажете, ну, я так не хочу, нет. Мне подавайте моего того прошлого мужчинку, да, со всеми его там косячками, неприятностями, острыми моментами, с перчиком, да, с горчичкой, с хреновиной, вот того хочу. А этот новый мне не нравится, да, он какой-то весь холеный, весь такой услужливый, весь такой шаркается передо мной, я так не хочу, не-не-не, вот что-то не то, что-то какая-то замена неправильная, да, не по курсу произошла. Девочки, ну, что хочу сказать, не испортите, не надо копаться, не надо пытаться его вернуть, того прошлого. Ваш мужчина, вы вот поймите, да, того, кого вы загадали, ему очень сложно. Он переживает такие сложные метаморфозы. Делает он это исключительно ради вас. Ради вас, ради того, чтобы вас порадовать, чтобы ваши отношения не только сохранились, но и укрепились. Поэтому, исходя из этого, пожалуйста, просто, пожалуйста, принимайте его. Да, я вижу, что вам будет нелегко, и вижу, что раздражать вас будет, но принимайте его порывы. По крайней мере, не загасите вот это желание, эту искорку меняться ради вас. Ну, вот представьте, что он каждый раз, да, из шкурки своей вылазит, да, как это больно, как это неприятно, но он это делает ради вас.
чтобы вам понравиться, чтобы вы почувствовали себя счастливой, там, лишний раз улыбнуть. То, что он делает из рук вон плохо, это все, ну, это другой вопрос, да, и мы, женщины, все терпеливые, и вы очень терпеливые. Поэтому постарайтесь перетерпеть этот период. Ему и самому надоест притворяться, потому что это не его лицо, это масочка, которую он будет носить. И пройдут эти, ну вот я смотрю на 2 недельки, да, они пройдут очень быстро. Ему надоест, он начнет немножечко возвращаться, да, в свое исконное, да, естественное поведение. Но и вы поймете, что вам не нужен другой мужчина, вам не нужен холеный, весь такой спокойный, весь такой умеренный, уравновешенный, вам не нужен. С ним скучно, с ним пресно, он раздражает, он бесит. Я хочу мужчину настоящего, живого, со всеми его плюсами и со всеми его минусами. Вы знаете, у вас... Но это больше, чем загаданный срок, но я вот на большее вижу, да. Здесь вот прям картиночка идет. У вас идет какая-то с ним дорога, путешествие, опять же таки может отыграться как начало нового совместного пути. Когда вы друг на друга другими глазами посмотрите, когда вы, ну знаете, как заботитесь в любви. Вот прям заботитесь о любви, у вас тут пожар, страсть в кровати начнется, страсть в душе и весна в сердце. Вот что у вас придет. Это больше, чем мой срок. Я смотрю на 2 недели, больше, чем ваш срок. Ну там буквально на несколько дней больше. То есть я смотрю на 2 недели, но по моим расчетам, да, это будет там через 3 недели, там, через 4 недели. Тут у вас такая еще жара пойдет, такая милота пойдет. Вы поймете, что вам нужен он таким, как есть, таким, как матушка природа его создала, а он поймет, что надо все-таки поэтапно идти и не делать это с какого-то шаблона, с какого-то клише, а меняться именно изнутри, от себя, от души меняться. Он попробует, это будет сложно, но поймет, что сдаваться не надо. И он со временем он станет более приемлемый, больше будет адаптироваться под вас, не вот так навязываясь, да, каким-то лицемерным путем, а естественным путем, спокойно будет меняться, спокойно будет переходить в более какой-то спокойный образ жизни, возможно, либо поведение его будет более поспокойнее. В любом случае, я вижу, что у вас еще все впереди. Если у вас были какие-то блоки, какие-то проблемы, что-то не давало, что-то не пускало, то, опять же таки, больше, чем загаданный срок, мужчина начнет проявляться так, как вы хотели, как вы надеялись и как вы ожидали. Если между вами произошло расставание, если между вами какая-то пауза, если нет живого общения, да, скажем так, нет живого общения, то здесь решится все позже, чем загаданный срок. И решится тем, что мужчина просто не выдержит, сам к вам придет. Придет, там, прощения попросит, либо там предложение сделать, давай попробуем заново, давай обнулимся. Либо мужчина придумает, как обойти ограничения и блоки, которые не пускают вас в пару и не пускают в союз. В любом случае, мужчина будет вас в ближайшее время удивлять. Будет ли это приятно? Ну, честно, я не буду лукавить и скажу, что будет скорее раздражать. Хотели ли вы этого? Да, вы хотели. Да, вы получите то, что хотели. Но только вам это не понравится. Вот это я вижу. Мужчина ваш в трансформации, это замечательно, он на правильном пути, он будет меняться в лучшую сторону. Но изменения будут такими, знаете, скачками, причем он будет еще себя искать. А вы, как мудрая женщина, помогите ему, подскажите, протяните ему руку помощи. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.